В частной галерее The Wall Gallery ни дня без выставки. Познакомить местную публику с абхазскими художниками, развить насмотренность, привить вкус – основные задачи галереи. Взаимодействие с искусством, то, чему нам надо учиться и стимулировать вот этот орган, который умеет понимать, чувствовать искусство, просто что-то другое, необычную бытовую какую-то нашу жизнь. Я сама так кайфую от этой выставки, то есть я делаю, и мне это очень нравится. И я вижу то же самое в откликах людей. Я по зрителям даже чувствую наши галереи, даже просто даже здесь. Они уже, даже те, кто не часто ходил или кто даже видел, у них уже насмотренность какая-то появляется, что они уже, ой, а вот тогда было, вот это мне уже нравится, теперь я понимаю, что вот такие фразы мне очень нравятся, потому что это же насмотренность, это очень важно. Но главное, что делает галерея, помогает найти художникам своих поклонников и покупателей. Мне очень важно, чтобы они получали от этого не только просто удовольствие, как, допустим, я это получаю, они должны получать материальное подтверждение того, что они действительно их ценят в нашем обществе, наши люди, наша страна. Один из резидентов частной галереи Отгур Дзидзария. По его словам, галерейное дело в Абхазии только-только претерпевает становление. Галерист тут и человек, знающий искусство, и продавец, и тот, кто умеет оценить ту или иную работу по достоинству. В свое время Отгуру Дзидзария довелось работать в Европе и Москве. По его словам, картина стоит ровно столько, сколько за нее готовы платить. Работы столько стоит, сколько за них платят. Обычно так считается. Поэтому кто-то, когда там выкладывает многие миллионы, да, значит, так стоит. Никто свои деньги просто так не выбрасывает. Все свои деньги считают. Поэтому там всегда есть смысл. По словам Отгура Дзидзария, сегодня он занимается в основном живописью. Сейчас работа для него отчасти способ отвлечься от тревожных событий, создание своей реальности, независимой от окружающих обстоятельств. Я стою у мольберта, и как-то оно все упорядочивается в этой жизни. А как только отхожу, меня этот хаос накрывает, и много негатива, много происходящего начинает тебя прямо язвить в душу самую, и это очень сложно. С этим жить сложно, когда ты не можешь влиять на процессы. И поэтому для меня вот такая, может быть, эскапизм такой, но я хотя бы успокаиваю, утешаю себя, что я делаю свое дело, и это все равно остается. Кому-то оно послужит, чем-то послужит. Я стараюсь просто сейчас, это тоже такой этап, да, я не стараюсь сильно кому-то понравиться. Я пытаюсь искренне, обычно боятся быть неузнаваемыми, еще что-то. У художников есть свои такие, да, когда он хочет выстроить свою такую свой вектор такой, да, и узнаваемый в арт-мире и так далее. У меня ничего этого сейчас нет, у меня нет высоких амбиций. У меня, если амбиции есть, то они только перед, высшими силами, да, то есть чтобы ты делал, и ты делал нечто качественное. Художник, отталкиваясь от реальности, создает свои миры, перерабатывает окружающую действительность в совершенно новый продукт. Призванный по-новому взглянуть на происходящее. Для зрителя его картина – окно в свой собственный внутренний мир. И если картина цепляет, значит, художник сумел задеть тот общий нерв, который объединяет всех, но для кого-то звучит чуть понятнее, чем для другого. И чем больше смотришь, тем глубже заглядываешь в бездну своей собственной души. Марианна Котова, Сасрыкова Гухава, Абаза ТВ.